Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-2. А в данный момент 23-летний Рублев располагается на 8-й позиции в мировом рейтинге ATP. На этом турнире он посеян под 4-м номером. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди. Соревнования в Роттердаме завершатся 7 марта. Результативный удар полузащитника сборной России Алексея Миранчука помог «Аталанте» выиграть у Кротоне в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра завершилась со счетом 5-1. Помимо россиянина в составе бергамаска взятие ворот провели Робин Госенс, Хосе Паламина, Луис Муриэль и Йосип Иличич. Единственный мяч гостей забил Сими. Этот матч стал 20-м для Миранчука в составе команды из Бергама. На его счету 5 взятий ворот и 1 голевая передача. «Аталанта» занимает 4-е место в таблице чемпионата, набрав 49 очков. В следующем туре клуб Миранчука в гостях встретится с лидером таблицы миланским «Интером». Баскетболисты российского клуба «Локомотив Кубань» в гостях со счетом 83-61 обыграли французский «Метрополитан» в матче 5-го тура топ-16 Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник россиян Найджел Уильям Госс, набравший 19 очков. У хозяев площадки самым точным был форвард Энтони Браун. В его активе 15 баллов. Железнодорожники выиграли второй матч из 5 и располагаются на 5-й строке группы F. Французский клуб лидирует в таблице, имея на счету 3 победы при 2 поражениях. В следующем матче «Локомотив» дома примет итальянский «Тренто». Игра состоится 10 марта. Перейдем к событиям якутского спорта. Дзюдоистка Нюргуяна Никифорова выступит в составе сборной России на турнире мировой серии «Большой шлем», который на днях стартует в Ташкенте. Сообщается, что якутянка, являющаяся чемпионкой России 2019 года, будет состязаться в весовой категории до 78 килограммов. В этом весе вместе с ней нашу страну представит чемпионка мира 2018 года Александра Бабинцева. Всего на этом турнире ожидается участие более 500 спортсменов из 77 стран мира. «Большой шлем» в Ташкенте стартует завтра. Московский ЦСКА на своем льду победил столичный «Спартак» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 1-0. Единственную шайбу на 69-й минуте забросил нападающий армейцев Максим Шалунов. В ходе регулярного чемпионата текущего сезона команды сыграли с друг другом 4 раза. В 3 случаях победу праздновал ЦСКА. Армейцы повели в серии до 4 побед со счетом 1-0. Вторая игра противостояния пройдет 5 марта, также на домашней площадке подопечных Игоря Никитина. Возвращаемся к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 10 медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа по панкратиону. Соревнования завершились в Чите. Сборная республики записала в свой актив 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград, благодаря чему заняла 2-е место в общекомандном зачете. На высшую ступень пьедестала взошли Гаджи Лабазанов, выступавший в первенстве, а также Андрей Дмитриев и Егор Рожин, состязавшиеся среди взрослых спортсменов. Все 3 бойцов помимо медалей получили путевки на первенство и чемпионат России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!